Ассаламу алейкум, Сайду Калмасни, Ер инноваций горизонтальных связей, канал еще Маш Голд, Сочи, Кинян, Хасенва, Тахан Ер Амял, Войнах, Мехтлад, Дуй, Цацла Хамаш, Раска, Мехтлад, Садится, Чдаддац, Селган, Цац. Видео санах читаса Кадыров Рамзан сдяк амял штхалга юха руководитель региона Цудуаш амял должен хитерсунус юха шей она вор фортан дя сях янар аздадия вождадия Ой, ночи цатуком ли вызывать. В общем, цудок хамел дарпица. Так, дела хамел халухита. Цена цикетыш шипасат дяхат ас. Дела ернах солнце балц ернах. Юх, цац, комдеш, цац, лот доциш до хамаш дуциш, сумцо, деш до камял, мелвол галгачо, отлуж камял долуш санхет. Ах, юх, ер, нах, соцляр хабац, ер, харц ора, додиш дер волк, фудда. تهري دايتا حيتا للدقوي واشا كر تسرقش هيقش دا للدقوي دا دوتش تخوش سي إغز وخاتش شيطو حوز مويتا نقطو هم بعديش نقطو هم حخزتش داخ واوش دي الله سيلغن Ахиша Даудов Мухаммад Албагачи Муса Жвайна Хаик Эдол Нах Эйхез Дугара Укдуат Шдол Скамяла Жик Эд Аду Кадр Самайшир Бабаруя Сакамяла Шхолч Я Цам Догаш Дацкер Селхана Кардица Тахана Кардуцари Цам Догаш Мадацер Камял Фуба хандолж долданат юха ебдетен янда толч колуж оказывается цада халха бехц бог душа бисмилlah цада халха абади его интервью ушхане и по всей видимости это интервью дохалдеш что цамяла видимо как и я этот разговор воспринял, цукамяла, цутомхан, цукамяла, Илзоха, Дусушхан, Ходок Рамзану, цукамяла. Идрис интервью берет там Бузартанова интервью, Хаецжор интервью, Ужор, Абадию Идрисова. Идрис Саги нигат Шисагай дал марка холдат Саги фунигат должен децо дуциш до камял сента качрет дуциш децо камял но адя камял хайцадик нигат должен для моя уреаз. Ну, со стороны вот, согалга уложахи, сун адицар хосками алхитец. Мачер футболожи наха нохчиш хосхет долж камял дахц адеш леждер.
шофанях да нагайца же кумыка же разных ама едан хагулдан нахды волгайца кусок еще их и бысарыш там не хакита это моллах камал моллах газ что аз ялч моллах камаз ялч хоски это доложи камел да ну дагак это китиш камел да şu keginah da şu ezdil ya aşkiniş mi diye kadi ya ezdil mi diye adulsuz daiman ezdil ya harda sahaya olsa olujdari lildejdari iza tak hayda olujdar Юхвигос, амял, юхда, диез дуациш. Амялыч тырлужды в рамках исследования этногенеза, рамках научного исследования, дож, халмигиш дож амялыч. В научной среде, в научной публике, соответственно. Ханс рамка жики ардиан дукхаир канал. Ардиан харцадиан, эггер харцадур на маргинальном уровне, кегаден, туладен, хафудут сухоуж, цагуртхан, гонда молдол, камаш вейх, картыш, билбеш. Хамду вейн хех чахнар, вей дуцах ца хамду. Но на самом деле вей вот и нет, хаш ерик цапитачок, и вей ногчи галай. Вей ваш ждохаш диятыш, ара, вейн ара бол, вей цидезу шорт камажи, да нахаба сидуач, нахаба вей оказ кара, дыладен, вей халык халыч. Цена самук далармайка, хам удаваться, цена сатусыч. Так. Здесь до камел чор лярха, дедезер, молах чодой, аз дой, Идрисо дой, Рамзаныз дой, молах чо ще лилдеждер, чо иза, ще олыждер, чо иза. Из истории Ты говоришь, хуга кычык дахье хож, нахбошон вей, шорт диша болыш, шорт истории хож. Ну шей батмаш дак ила баш бакаш, хам баш, хамдуцыш баш, шей теории жёцыш мыч баш нах. Дяла ухик из вожа дицыч. Из истории дагия халилыш согласер. Це история согат дежлилыш согласер. Ерик эмоции же, хаг же, эггер шейл футтере же, троллинги марка хамдацер их език сабр де дезер, сато дезер. Хай гыргылнах бияха нохчыштыки, боузыш безыш нокости бияха, дела, масне бокы, дела, цахам да олыш халыш, дела, аз ялыч, са гыргыл нохчыштыки, гыргылнаха, нохчыштыки, нокостыш, диш институте диша бы, школе диша бы, лолхой бы, царц, связи, адолх, вонг долх, дикент долх, дела, аз ялыч, аз лучшо амцан баргыгу, дела, аз ялыч, нискетте диho, аз янер дага кете диho, футтерин олышсан кете диho, нохчиш са хау йолыш, са моста йолыш виян кете диho, яли, цацдо ам корзави, яли, ал дагу догор, його аддац аз, но Питер Марка, хам худдат цена. Оик эц ютубе, сдукаду, ц история цабал болуш
дукнах бат цикли из истории иж хамаж обсуждать даже баш на хаикец историц балбулш дукнах бац. Мало того, что историц балбулш дукнах боцик. Войкама война бали даггар шаш патриотыш да истории даггар лят охкажлила жахи с интернета чкамел бучна хаики Галвай нохчи баз буцрыш. Галвай нохчи камше камашса дук балбулыш дук нахабачо. Соци интернета чувак да касычы тошу дианат разные площадка. Дуца да адл дуца да акар харца нохчи буца ба галвай буца ба ерж вешт буца ба ерж ишт буца ба. Но попробуйте для себя, для эксперимента. Эггер дикавоца, это патриот, ваша теха, патриотический канал, здесь был, нах. Ай, давай, адулк цехежиш. Хороший, плохой, кесты цебеш, давай, вай, пхысык, итсык, тосык, ваша кита, вай камац, адик дардуй, кезик дали, замик дали, вот такой, пейден доцер, Ца диктор dia хожвой, цанен футтеришь, цанен упрекаешь. Ты был нахбыта. Давайте посмотрим мы сами, что можем сделать хорошее для нашего народа. Скамял ардокш из сага. Интересно, холодц из камял сага. Ага, давай сок вухоц. Давай цан ваш акет колава хатпет гоин. Давай издик бол бувай, ердик бол бувай. Давай иш дувай, веш дувай. Ол жнах бомба, но эзер сагаик цахулк, шихулк. Остальные ершби, ерхацби, это так должно быть, это сяк должно быть. Йохар ждутся марка, как правило, ама пейден бац абсолютно, но ногчи галгает цатар все одинаково. Ждутся да хам, опять же, ханик дуцыш да аз. Вот я слушал, вот там первая часть, вторая часть. Вот и начал объяснять с этой книги. И еще там нагородил вагон и целую тележку еще. Ханаховский это вспоминал. Асиновский, Сирноводский, Бамуты, Вайе, Хаяхкез. Сендуцыш да иш камялыш. Ну, хаму векал вялхаз камялги. Ай, цабарт биеш, это сейчас цабуц вертиш дали. Цабарт бие, да дахи, ха дахи, вой парламент йолч дахи, ногчи парламент йолч дахи, цайох то баша тихе. Эш ца комиссия до, ца исследовательский центр ювой, ца сдувой, обсуждать грамотно было, шинора, на ахет, сидите там 10 лет, 5 лет, через сколько хотите сидите. О, ваша то отдышен, по 1000 рублей. Главное вот эту грызню, чтобы вот ваши эти шендек, каждый, что шендек, где харшин, шен жёгарыш, ож артусыш, ярнах, шон, ож ца диктор дуцыш санхет, ну со стороны питен холцена. Потому что адам дуцыра, цатар далуацыш, да, цатар хозыш, да, цыз. И он хетыш те пар хозыш дац аз печан. Ханс аз ладиха сёхан де камял ханс нагасан сон нохчи валари сун хоз хет доц камял дар адер. Бузуртанов гях Руслан хавок ковар вок сагуха уже вок вок. Дик бол бар шинбята. Я 2 месяца помолчу. Эндия, помолчи, пожалуйста. 2 месяца помолчи.
3 месяца, кыел передачу юц, кыдол хамай жду, дук хамудивый, дик бог буц, хук тоуж датсон, хук хети, хук подписчикиш хубуан дук. Испытанник амял дезыш дук нах бушан. Олгай бушан, ногче бушан, айт, мы туда-сюда, я ждох и амял дезыш. Они разлетаются, им все нравится, все это, народ хочет хлеба и зрелища. Вот гладиаторы там, ваши алеты, морды друг друга бьют, ММА, это интересно смотрят. Вашки, футтрейны, вот эти вот, хамай же интересно. Да не смотрят, давай, дик бог бой, пейден хамдыер. Молодежь, дик хамдыер, хамдуй, вашакита, хамдуй. Я говорю, потому что я знаю, потому что мы что-то делаем, что-то пытаемся делать. И я вижу, какая реакция на то, что вот этот пользователь интернета у нас, к сожалению, что отсталый его, и молодежь его отсталый, вахтинах бывай отсталый. Вы хал эйде дезыш дохам, вы циялышсан, дай хайтус дезыш дохам, тасадут, это неинтересно никому. А шпитыне хамаш, хатос уже, хатос вот, Кадырову, дица, грубо камял, сразу хакачер, суна, мазен, берег галгаш дакачер, я, фидивол, ервал ханс. Ханс юга, я хайдяха, давай сук герза, да сук армия, давай шекона, вархар вал, короче, ханс твар дяха, за провокация, вай халк, где верты жук яриан. Иш там дагдох, вайн, а даты луч, кол, вы что, дица, питание камялку. Такой же, соглук, доциш, такой же, нех, догаж, догдеш, а что, тейп, хаваша, эйен, ты нагайцы же, кумык же, хаваш кегдер, нахдышу я, что это за разговор? Суд с классе вор. Азамсак. Цин дайнани. Сели мехкар. Шолжгалш бах бяхкабар. Аза шолжгалш халқин вор азамсак. Дошум азамсак вор. Дай алыр циндал геш долт. Что, дальше мы замсак бар гумки, варцин дай нани гумки бар. Цинге, ханя, что гумки дише ялч саго, игазвахи латрас, игазваха цевали, боконса шинден ялчсан игазвахи хулуркас. Первое поколение ногче мехкалки ногот циндай нани маснен хоуш дараз уже циндай нани ногче мех сели мехкер хабяка гумки боль хоуш дар цоше олар нага токеги долочхан бяла шин девежри мабы шичой мабы мехчой мабы самобац цаур вежи марка сагыргыл нахмубация цяцвяли тхакеги долчхан оларцу. Но цинку ногчевать ялоч несовместимо хамдар костина. Несовместимо хамдар. Хажила халяца адуц. Нях дер бек смокч душ. Да. 5-6 поколений халха. Олайха, ну чё? Олай мягко, да, да, хата, ногча, аха, ну чё туда? Вы 5-6 поколений назад. 1500
1586 году, в 1586 году Ших Мурза Окотский, Иван Грозный, вот, да, так, в составе, он уже тогда был в составе Ших Мурза Окотский, да, Акинцич, да, с восточной стороны Багажба, Нохчи. Переписка 500 лет назад. Так. Ялх, Ворх, Барх, поколение Халха, Шалгай, Ханут, Адахациш, Ханбац, Жгалгай. Ханбац, Жгалгай. Может, такое он? С Харцда, царь Хадуцер Харцда, что ночи Ханут, Ханзгалгай, отделиться ляца, тухом душа, Эзер Харцда, Жгалгай Ханут, Бяхар Харцда, Ханбац, то ночи Хандац, Жгалгай Ханбац. Войнах, Ханут, разно, тухом уж войнах Ханут, войнаха, царь Жгалгай Баян. Цанмешки тетежаб, ожборж нохчи баян цанмешки тетежаб. Пример, измасять тут зюл яязас пример. Смысла сое совощи цандя хавян утхаши. Смысла со нясари вахол совощ нохчи мек. Вахол. Через 5-6 поколений Татихи Ахин Ус Йолло Ца Хусен Тихи Хугез, Ца Хасан Тихи Хугез. Иш Ус Болу Шо Хусен Ахадян Тхо Хадянды Вокар Яхады Шо Хасан Ахадян Хадянычу яхды оқар. Ережи уже шық и харцубы хам ялыч. Сосай веш авал еще лжвац. Совош соғывал еще лжвац. То цандия хадянат. Цадахану вайт. Одинаково удалены. Тхада войнахсакха. В данном случае Аллах тхада. Но на расстоянии, когда Волгай нохчи бихлучхана 10, 20, 30 поколений, точно хац из мацханат. Мы можем каждый свои гипотезы строить. И с момента хандацаз. Постепенно истории. Ханзюлен яц истории. 1500 лет назад хазариш хабяхка халыкбя почти кезгмарка цибусиш. Сан ора хабулыш ханаб. Монголыш хабяки ора рабудыш ханаб. Yok Kabardinциш, фонякдя, крымский татар, yok армиш ханиш. Арабыш ханаб, халохкыш ханаб, далохкыш ханаб. Иш цамечки ляхта адас. Шей возвращались по возможности, кто-то переселялся по-разному. Истории ее нельзя воспринимать вот так однозначно. Ишти-вешти ханбяр. Это история. Это недостаточно что-то прочитать книгу. Ага, моя вот как Бузуртанов делает, а выдержка, шагуи, и что кому йога. Это Алдук аналыждыш. Соцдезерша. Алдук аналыждыш. История. Тхагыргал нахчахкине, тхакуар. Быяхчанике историкиш ханып тха. Быяхчанике писателиш ханып. Быяхчанике журналистиш ханып. Хакимыш ханып. Вот Джабраил, вот фанатик, вот с детства, археологии, дука болчан, андмарка хайняц, всю жизнь сундак молочхан, Грозный, туник и цаквартал марка яцер, и сенца интересно, хам хитыч, хат водурсу зволч.
Сайн рахчул истории, сайн ху моттычхан, сай цакурлыж йолчхан, сай замса голчхан, цинцаца, хам кос водерсо. Джабраил, ишты дымайо, ишты мадир, аязда, ишты мадит, ахсоряз, вахцукон, ишты халдежда, зазложана, камял бесу, волуч, цоолорсук, осен, ишт дабянып уже. Быт, они умерли все. Абянып, быт была аж. Оставь. А нет, я ему что-то хотел доказать. А скрытаться, что он от меня отмахивается? Я этого не понимал. А потом, когда уже я этой самой историей занимался годами, 10-20 лет, когда ты занимаешься, и когда тебе человек, который там 3 книжки прочитал, вырезки из 3 книжек прочитал, и когда он тебе пытается что-то доказывать, ты понимаешь, что вот ему сейчас хочет дать, а цинтадут ждахам, мелхацин скрытве, гертерацию скрыто даться, потому что, чтобы это понять, нужно недостаточно вот эту вырезку прочитать, надо. Итак, Джабраил Волч, Савдач Вялыч, Чапкиев Джабраил Волч, Савдач Вялыч. У него не было поверхности, где не лежало бы вот такой стопки книги, чертежи, глиняные осколки. И он в этом работал. Печатный машин, ахрен, он работал. И поэтому ему не было интересно с дилетантами, как я, обсуждать, потому что он обсуждает на своем, на научном уровне. И вы его не увидите, что он в интернете спорит и ногчиш что-то доказывает. Потому что им это не нужно. Реально, кто историю знает, они в этих спорах не участвуют. Потому что в этих спорах никто не ищет историю, не ищет правду. Там люди борются, у них свои амбиции, свой национализм, свой шовинизм, свои какие-то узкие рамки мировоззрения. И вот в этой области сегодня, где, к сожалению, большому сожалению, надо признать, что сегодня научная дискуссия открытая, она фактически невозможна, потому что на одного человека, на одного собеседника, который нормально может эту держать в рамках приличия, в рамках взаимопонимания, в рамках рассмотрения предмета, на одного того, кто может вести нормальную дискуссию, к этой дискуссии подключаются тысячи людей, у которых совсем другие мотивации, которым совершенно неинтересна правда и неправда, и любые эти разговоры обречены превратиться в итоге в фитну. Я не говорю, что должны научные споры прекратиться, но мы все должны понимать, в какой среде, при какой публике, что есть смысл обсуждать, а что нету смысла обсуждать. Ханза берцы бошку дышим. Ханз Албагачи Муса ца инициатива аряхкай Аштиqer Даудов Мухаммад Волчваха Аштиqer Яргук Харц Ора Додыжлат Шейл Нах Эйхезбулыжлат Вайн Томбац Вайна Хаиqer Вой Дике интернет Чо Эйхезбулыжнах соцдатдарвей. Из Абадиев Муса Дукоса да год улоциш согласен.
Благодаря алыч дук цо лилдиш до хамат китиш ватсо. Дук цо лилдиш хама реза ватсо. Но цац до хамасу рез вети очевидно пейден до хамдуциш халыч ерик фитнет адуах кдырвей ерик войнаха тоуж дуациш до эздылыц дуациш до хам соцлия хажи дырвей ерик адах хажи дырвей ялыч сон звези цвези цыкамяла ты тоуж вез со кывыр кегыцы деш Бузуртанов ты тоуж вез Абадиев ты тоуж вез фанях пя малваз Башлам вар кывар ты тоуж вез шесы горым вез Уна хаик фитнет дезы жуот жуасыг бусыл догдол жуасыг Сыкамяла ты тоуж вез жуок ансо ватсына ца политик это жуат обогачива цена халфы цена верес выразитель общественного мнения вал что я сунхетец но нагасан нисы долж бака долж ам арди ахкади хабар цудуциш калфа цудуахаш эш дар изм яхаш под сомнение ставишь кесты цудеш калфа цудуаш то тоже дезерве хабар цудуциш баханыш цудуахаш ан ялч двусмысленно хам ада ялч ху двусмысленно хам юхауол хуг хауол школыч сдерик вейт ама хукуш дес хун хат ошти калга двусмысленно hadid царфут что вы там под низом мутите, мы не видим, не понимаем, не слышим, у нас нет возможности все, что вы делаем, помимо вас, у нас еще в жизни какие-то интересы есть, работать надо, сыскал яхты есть, олы что амбецы, дезел бы, кибе безыш, каб безыш, бог бы, тханок бы, масне, это у всех так. Лярхат Эхдиан за вашими следить, это он сказал, потому что он так сказал, это он ответил. Мы не всегда не все можем связать. И когда видим что-то, мы это воспринимаем как агрессию. Без причины. Тундагах это но провокация хулцена. Юх модер да алтамбо цена фитнет да тамбо. Да тоқтым бы, ха тоқтым бы. Так. Ерғол таген ден чылты ха, тұқына зулым хан чылты ха. Я пошутил, я уже жаду ждать. В этих вопросах вот юха яха интернет дукка асхаю на разных площадках, да, хасчица, тоже хода как минимум. До этого истории занимался. Кезигнах бы с темы сахаю ациж из национальной хамаж радиахи, ну реально как научный интерес без футри ациж темы обсуждать, где могешь духнах бац, так или у нас шейту раздукивается, все равно духнах будет, что не держат тему. Даже иногда человек начинает общение конструктивно, камялду, на каком-то моменте юх юх цатурбуц волу. Мы не всегда, не все. И я могу так, и любой может. Это вы слабость, да, вы слабынах, да, вот в плане такой, может быть, вы иман, дикцехалор худас.
образование достаточно, цехалар худу, хат свой, но белгал, да, вей, ёлхуж, спорыж, долхуж, да, амялыж, вей, хекл доложи, грамотно доложи яхаж, долон биадахцж, вей, хекли долари, вей, грамотно долари, совсем кычки пархударыш, амялыш. Вейник, эштвас, вейник, эштипити, достым, амялыш, калволда, достым, комментарий хугиаться, валай. Вот, я канал вести, забанить я канал. 2000 подписчиков гулвен челтя, забанить я канал хац бан худок бан. Абсолютно, абсолютно ногчис балбот уже тем, вот мы там ведем, например, проект ведем мы там какой-то там веб-программирование. Ох, цыч, на учебу, на хагул бачхан, ох, даже алыц галгай бы, ногчи бы, сели бы, объявление, лот, шиндаг дьехар хаво, ох, хехар дуцу, хехар, трейн хожда, хехар. Это из объявления, бисмилlah раман рахим, клановые занятия жёлу жишон, клановые курсы, очередной жёлу жишон, хадях, еще деш безум был, что деш, что мах бах, бесплатно курсы жён, бисмилlah, канал, очередной чат, чултега, тут же никогда не бывает, обязательно цахвал вес, но чеш туда-сюда, галгай туда-сюда, в канале забанить вяху глаз, так косочек человек 400-500 на ровном месте из неадекватных амялыш деш. Вонах. Веригвац у ханс подписчик ца. Хатсон, мел ханс 500, вале 600, вале хац. Забанить вям, вот человек 500. Иж мист амялыш дутыш вонах. Цаза, иш камялыш, иш комментарий, царь и развахи дела. Ца борзо я султан вуцич. Канал яцин. Изволж канале дачувахи. Цо дутиш машири, камяла, цвайна, халгаштике, цо дутиш машири, камяла, шот хохали, хагволч, химолчсан. От сей елозмо лугица на мисками алыш дуциш довай ти а шейташсан. А дальше вахи делать ногчу чё хосками алгашса цо гулкляцич чё хосками алдыч эзделаться цо война хаике цике бы шорт провокаторыш ай галгаш прислуживает да изразу канал ждуч нахбоцич. Царыз фуна дути, соуц, модуц, ишкамял, жмодиех, усхоскамял дет, со вошеви, мет волви делаи. Ишдацпер, цаик, харбиан, лилж бо нахбук кереже, цахави лж нахбук цереж, сей ноквасти дагабехи, сей гыргыл нах дагабехи. Трунике болж бо безам трунике долж до гукхж дагадех дела укнаха тархал ещац фуна сату без унаха ер это отдельно ши среда екер сун цутор дутж саги забанить чвянопас не надо мне ему ничего доказывать и я совет всем отдаю аздук хаях кайшонук интернетыч. Видите, психически ненормальный человек. Забаньте, заблокируй его. Хабарь гугуацонос. Пусть другим ником придет, опять забань его. Зачем? Ауду нахаться, фокусишь душа. С обеих сторон ауду нах, шорт бушан. Очень много с обеих сторон ауду нах. Фудут сухож, сендут сухож.
что мыча хач вертится хуже, просто бессмысленно. Цундочки, маснега, лордалар дех, ек амялажи, лятаж, цана водац. Вейтаган мозисан лежлахтыш бунах лазра. Вей кон дерегиш дал карды, дал лордол двей. Дал вейнтер адах кылдыз. Вейн дал кармудияр дерек, вей хамучхо вей дерегиш лазра. Кон шудали ахац, вейн дал кардык вей. Кон мозисан вей дерегиш айга. Лят ер адулыш том болыждык вей кархамда дел кардык ер дерек. Сабалик язык. Сыхдалдей ждать. Все на свое место станет. Да. Хоть кир что си, бур-бур-бур, язык волны, потом утрясется, все на место станет. Никуда не денется. Харнин, шей, кашмышт мучад хол, шей, беш мучай хол. Кавказец, алях чегль гяц, шей хан, шей дай боцеш. Поэтому беш чхан, соглашение, шахамаш, дечхан, дик хугер, тала-талаер, провокационно, хам худдуацеш, опять же, цар хадуцер саддикдар де гифтадат хоя ажмадишин ора Юнус бек дуцер рамзан дуцер хамуч хоцар на самом деле цар нигатиш мышхану цар хадуцер это на самом деле его депутаты его общественники конкретно халхувян ер ишта юхарж марка четко адулш хамдац четко адул доциш халуч корзацы дож цабух хакечби тахди диждас камял суп хатыч сбух кечбе ля бессмысленно камял ждешь показ по крайней мере объявить одица на мораторий уикец соцну хажва ерж камялыш ервасажи Эйсбул на соцбе хажве алч. Безоговорочно, мол, что дуцит, что дучо, ряз, вали, ветер, но все-таки, если дик хамдиз, кто-то сомневается в том, что это хорошее или плохое, однозначно, дик бол ветер, будет, ах, вы обсуждаете, здесь, бог, дик бол хат, ты то уж дизлый. Там без разницы, какая позиция. Внутри Ингушетии, внутри Чечни, это без разницы. Есть без оценки личности. Без оценки личности и Албогачиева, или кто-то с другой стороны, хороший, плохой, неважно. Если он хороший что-то предлагает, надо делать. Еще раз, Бехардар Бузуртан, Руслан, пересмотри свои, кто ждать у нас, комментаторы, Ачосагва, Анислу, Хабаклу, Дукуба, поклонники Дукуба, ну, тоже ждать у нас, Амелыч. Потому что со стороны это, когда ты вырезки там собираешь, и вот так ты дохлият ты шалуч, ханин дохлият, ханин я ежа футтери. Целый камдухот, а сен ежа, ты троллишь ты их. Дразнить духаешь. Зачем им это?
историю так не изучают и не преподают. Историю, даже книгу полностью от начала до конца человек прочитает, не факт, что он ее правильно поймет, что там написано. Потому что, чтобы правильно понять, что там написано, нужно иметь еще в голове багаж, еще библиотеку это, чтобы понимать, что здесь написано. А цичерхай и цахин хосхет еще вырез меркал яхтара сапкеты голос хамдацас. Это может понравиться кому-то. Ты это делаешь, но как бы шорт таких десятки, да конвейер санать бог беш. Такой же ерундой занимается. А около из твоих слушателей, кто там диссертацию защитил? Покажите, кто из слушателей чеченских блогеров, кто из них диссертацию защитил. Як це було, щоб більше. Elgestold Tredaz olur Tsaslo Hamaz Ay bak mı visu az baklar al migici izvoji az yalç To olur vilovali A baklar da yalç Neahun baklar hat al Neah daht muhtun olursa Naha korda don hon baklar hat al Это мы когда говорим факты, аргументы, мы должны понимать, что это факты и аргументы только когда твой оппонент это воспринимает как факты и аргументы. А если твой оппонент не воспринимает это как факты и аргументы, а мела факты же и ахра, это бессмысленная трата времени и вред. Цундочки. Що шапе солваққалы ож техер сехер Рамзан ержи сол кеге бар. Ну все-таки духнаться общаться десь бы амаш хожда Ехал девался, но нопхет сунсан духа болча нопхет. Что схвали шей цадуц муаттыж цадух смысленный цане духамял. А схвали шей цадуц муаттыж цун духал дуцыж воко дуц око гал нохчиш яхаш дуц. Воко ждут, что вы на самом деле между собой там выясняете, мы не знаем, что мы же не следим за вами обоими постоянно, у нас еще другие какие-то дела в жизни есть. Ож нохчишт, ож яшхолч, голгашт, ож яшхолч, маснен дошсан, о сун олшсан хетас, нохчиш олшхан сун, лично сун олшсан хетас. Вечер да улочка хайр ног чуть-чуть лично шин улочкам хетас. Так. Цахама ярмышт эндоха, сен эндоха. Ил ешсек хул, из ил ци ешсек хул. Из ил ци еш восек, юх дохал ца тур дабуц, юх ца кегр дабуц дохал. Дальше, такие глаз. Ответственность, хол езеровой. Язык сабрди езеровой. История же. Она гугят. Историю для себя надо изучать. Если кому-то интересно, можно рассказать. Если ему не интересно, одежду канал. Если ему не нравится, мудуться с канал. Вот улицы ждете из канала. До свидания.
Трug hat мудуц. Ош да дуц шхолч Трug hat дуцит ош. Трug hat дицич ох да дуцас. Язык сабы дедезервай. Вот из Типсуркая султансан духа война хаике духа балария дика войнике машер хубор войнике дика безым хубор цивулка машер бечуга измуана халтет безышсан хэтсон до этих перемирий вой дагрваш футрейны жеж вой лучхана постоянно ике машер бегэтыш бонах би Жик и бяха, царь бейт бейж, борз машер суп хатыч. Цмашера халхи бяха, раик и бяха, модератор жбя, да ут бейж, борз нах суп хатыч. Дал борца бовый. Так. Анзе так, я сейчас попробую переключить это. Ну. Чат. Что? Штиф. Так, чатов я уважаю. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. 49 Катаяма. Кто такой Абадиев, чтобы обращать на него внимание? Ингушский общественный деятель. Имя, фамилия Далбарца Болб. Бойл Алай Нохчи Далбарца Болб. 49 Катаяма. Он не представляет ни власть, ни что еще, или партию какую-то. Не представляет война, согласен. Samsung 7. Не согласен с тобой. Когда нет единства, то не будет результата. Ты сейчас выступаешь в роли полезного идиота. Пока будет такие умники, как ты, не будет решения этого вопроса. От этих раздоров там через интернет этот вопрос тоже не будет, как ты сказал, решен. Это только вредная болтовня. Имя, фамилия Далбарца Болбусулна. Далбарца Болбусулна. Имя мусульман не будет наговаривать на брата. Говорят, это Samsung 7 в роли полезного идиота. Да дело в том, что мы, вот, как бы мы о себе что ни думали, вот если нас со стороны посмотреть, так издалека, на расстоянии, что бы мы о себе не думали, мы все в этой всей истории и на всех уровнях выглядим полезными идиотами. И то, что я говорю, и от того, что мы будем полезными идиотами для своего ущелья или будем полезные идиоты для другого ущелья, со стороны это все равно мы или полезные, или бесполезные выглядим как идиоты, поэтому здесь небольшая разница, в чьих интересах полезным идиотом выглядеть.
Есть вещи, сейчас я дочитаю. Говорят и с той, и с другой стороны, и блогеры, и историки, так называемые, но какого хрена туда к ним опускается правительство, непонятно. Samsung 7 Абадиева выступить просил Албагачиев, главный миротворец. Бузуртанова в своем выступлении попросил Абадиев: ты обвинил Бузуртанова с какой стати? Да с той стати, что если человека попросили, и если он сказал, что я 2 месяца не буду там эту тему будоражить, то не надо ее будоражить ни в виде оппонента, ни в виде респондента, ни в виде корреспондента. Сказал ты, что я постараюсь ее не будоражить, хотя бы вот 2 месяца они договорились, что он же сказал, я слышал, он сказал, я вот 2 месяца неделя прошла. Ай, скажи за эту неделю Албарца Болвей, Эндердол Дезвей, Вася или Özdi Вожди Машу Хасканел. Я же не говорю Даудова о том, это было Хосхамял, где Кадырова о том, это было Хосхамял, где я же не говорю это, я говорю Нохчих, ама Вайлохваш, Футтерейныш мые, Царцборт Хуболыш было, хам Дахчон. Вот это мнение, что все поголовно Нохчи Вейца Мостал Йолыш Биял Бог Дахчонас. Большинство шей проблемы жеца, шей балаш бацар, шей... Большинство они знать не знают, что это в этом интернете это каша творится. Абориген Кавказа. Саддагар Амял Дак Дуцар. Далси Деха. Далси Долтвей Мел Волчан. Бусул Мел Волчан Далси Долтвей. Дал Лорд Голдвей Воч Ама. Так. Да, видел Бузуртанов Руслан, тот диагноз неправильно поставил, сказал туда стал. Вот эти вот не надо здесь, эти сейчас обсуждать Бузуртанова тоже не для этого говорю, чтобы сейчас обсуждать Бузуртанова. Так, Джохар, Абакуба, брат, Джохар. Так, Samsung 7. У нас есть совет тейпов. Все должны слушать их. Все эти миротворцы только разрушают нашу позицию. В итоге играем против себя. Ну, так. Ну, я считаю тоже, что в Ингушетии одна из самых крупных общественных организаций, одна из самых солидных и серьезных общественных организаций – это Совет тейпов ингушского народа. Шей Олждар, Шей Деждар, Лярха Дуцар, они, вот
я за ними наблюдаю, смотрю за тем, как они работают. Они сами внутри себя сначала взвешивают. Бог и, соответственно, опытные люди, они взвешивают то, что говорят, они взвешивают свои инициативы, они пытаются помогать правительству Ингушетии там, где это возможно. Там, где разговор о коррупции, о хищении там, средств народных, там проблемы какие-то, которые нужно поднимать, они поднимают эти проблемы. Я считаю, что одна из самых демократичных. Масник амял цар, вне зависимости, шейтобан, икривали вети, хавихи. Если кто-то хочет прийти высказаться, вети с трибун, да, или амял цар, дохал амял, да, до цац шейн цацхама. Вопрос холчат и вверх. Приглашают они на заседание Совета Тейпа, и вот ты так говорил, ну, те, по крайней мере, люди, шейца враждебные изначально с оппозицией, халятся обети. Я думаю, что Совет Тейпов представляет ингушский народ более полно, чем там парламент Ингушетии. Потому что парламент Ингушетии, это, грубо говоря, там в основном основная масса это те, кто назначила партия Единая Россия. Соответственно, эти люди там... Здесь же люди совершенно свободные, они свободны от каких-то там обязательств там. И, соответственно, очень нужные, хорошие, с учетом того, что традиции у нас, уважение к старикам. И это очень хороший институт. И я, к сожалению, вот руководство Ингушетии, предыдущее руководство Ингушетии при Евкурове, видимо, человек длительное время не живший на родине, он, может быть, недооценивает вот эти институты гражданские. И как-то он обрубил и муфтият попытался разогнать Ингушетии. Хотя у нас религия отделена от государства, и он фактически, по большому счету, не имел права туда вмешиваться в работу муфтията. Но он там попытался их там через Минюс там запретить, там все туда. И Совет Тейпов тоже также притеснял, им пришлось там заново открыть. Предыдущие они закрыли Совет Тейпов, насколько я помню. То есть общественные институты, которые нормальное руководство республики должно использовать себе в помощь в работе с населением. Евкуров же их обрубил, все эти общественные институты. У него там, я понимаю, у него сложилась какая-то логика, что здесь вот я буду делать все, как я хочу, а если есть какие-то там, у кого есть свое мнение, и которые там беспрекословно мои умные и неумные приказы не выполняют, то их надо просто отрезать, выкинуть. Но это надо понимать. Вот смотрите, растет молодой человек, у него формируется мировоззрение. С одной стороны, мы ему говорим, стариков надо слушать, стариков надо уважать. Бог и нахларх без, Бог на лучшем ладух без. С одной стороны, мы это говорим. А с другой стороны, он видит героя России, президента, самого главного там человека в республике, который занимается гонением на Совет Тейп на стариков. Он не выказывает никакого уважения. Добро, если бы эти люди были, если бы они это заслуживали, если они были там явно какие-то там дебоширы. Ну, в Совете Тейп этого не было. Была
я наблюдал, была довольно конструктивные вопросы ставились. Когда вот я при Аушеве небольшое время работал в республиканской газете Ингушетия. Там водителем я работал, выпускающим редактором, корреспондентом там поскольку. И вот было такое по пятницам. Руслана Аушева там после молитвы в мечети он приходил на телевидение. В пятницу он приходил на телевидение, был, как-то называлась эта передача, встреча с населением, что-то я не помню, как она называлась. Несколько раз я был. Ну, от редакции меня послали несколько раз на эту передачу. И туда в студию могли зайти все кто угодно, там 50-60 человек, пока она не заполнит. Это единственный момент, когда на телевидении можно было пройти всем на передачу, и все пропускали. А так она там была закрыта за 7 замками. Ну, там был телевизионный центр. Там вот, как граница охранялась. А в этот день всех пропускали на встречу с Аушевым. И был один такой момент показательный, вот он был показательный для Аушева. Много говорят про него негативно, в этом смысле я вот года полтора проработал в газете, я это подтверждаю. Аушев спрашивал с чиновников. Аушев, Руслан, спрашивал с чиновников. Он не спрашивал с простых людей, он старался спрашивать чиновников. И там вот один старик, ну, не старик, пожилой человек так, но для меня он тогда был, можно сказать, вот, ну, после 50 так. Сейчас я уже, может быть, в таком возрасте. Ну, тогда он мне казался взрослым. Он к нему обратился и сказал: вот, Руслан Султанович, вот ты говоришь там развитие фермерского хозяйства, там этого, туда-сюда, вот мы после того, как совхоз распался, у нас коллектив есть, что-то у нас там грузовичок есть, трактор есть, там то есть, все есть. Мы пытались, говорит, землю взять, фермерское хозяйство сделать. Землю не дают. Вот мы бумаги, вот мы 2 года ходим с бумагами, а нам под фермерское хозяйство не дают, а ты вот же по телевидению там эта передача говорит, что программа там фермерское хозяйство, и Аушев ему говорит: ну вы, наверное, просите здесь землю где-то в Назране, там туда-сюда. У нас же есть, говорит, вон там выделены земли, там, говорит, никто не хочет. Почему? Вы хотите, говорит, здесь рядом с городом, где вода есть, свет есть, что-то там дома построить, там туда-сюда, а вон там, где у нас под фермерские хозяйства выделены, там, говорит, никто не хочет. И этот человек ему говорит, как раз таки, вот одной из точек, которую он указал, где под мы, говорит, там просим. Он говорит: как это там просите? Я спрашивал, мне сказали, что нет ни одного заявления. Он говорит: как нет ни одного заявления? Он говорит: может, я тебе покажу? Ну, подойди. Он ему показывает: вот смотри, вот там. Мы, говорит, 2 года, говорит, именно там нам не нужен свет, вода, электричество, нам это не нужно, говорит. Нам нужно поле, говорит, чтобы выращивать. Говорит, вот именно там, где ты говоришь, выделено, мы там хотим. А ты, говорит, был у этого там, тогда был, по-моему, департамент сельского хозяйства. Он говорит: а ты был у этого, короче, руководитель департамента сельского? Он говорит: да, я ему за 2 года, вот столько раз я к нему попал на прием, короче, ваш тогда, что он, как ваш тогда. Я же у него вот спрашивал, говорит, месяц назад, он сказал, говорит, никому там не нужно, им все просят в городе. Тот говорит: ну, говорит, там я обращался, говорит, сюда, все, а потом сбоку люди подходят, говорит, значит, $20 000 долочь, короче, волку, да, звось, говорит, клуб Мачарда, ну, если у нас $20 000, если у меня было, говорит, зачем мне там в земле копаться, если у меня $20 000 было. Ну, и он видит, что коррупция. И он охраннику говорит: сколько еще передача будет? Полчаса. А ну-ка, говорит, если за полчаса успеете, привезите-ка сюда его. Это директора департамента сельского хозяйства. Ну, не успели они привезти. На второй день
у нас в газете, смотрю, директор департамента сельского хозяйства отправлен то ли на заслуженный отдых, то ли не заслуженный. Ну, короче, до свидос. При Аушеве у меня вот удостоверение, на котором было написано корреспондент республиканской газеты «Ингушетия», оно работало чуть ли не как корочка ФСБшника. Потому что любой чиновник, любой он понимал, что лучше не шутить. Потому что Аушев читал газеты, следил, и если у него был примерно такая система. Видит он что-то, слышит он что-то, он туда направляет, у него было контрольное ревизионное управление при президенте Ингушетии. Ну, я так это понял за это время. Они проверяют, если факт подтверждается, до свидос. Если не подтверждается, они там поругают, и ну все. Но зато все остальные службы, ОБЭП, налоговая, они следили. Пришло контрольно-ревизионное управление, значит, нам тоже можно. И туда начинали все туда ломиться и начинали дербанить эту административную точку. Поэтому при Аушеве никто не хотел Аушеву на глаз и на ухо попадать. Когда Аушев в аэропорту в Слепцовске приземлялся на самолете, в Магасе, в правительстве, в парламенте, в администрации, праздно блуждающие по коридорам, люди разбегались, чтобы с ним не столкнуться. Чтобы не отвечать на вопрос, чем ты занят. Чего ты шляешься здесь без дела? Значит, вор Аушев. Сейчас на него говорят много разное. А при Евкурове уже люди, которые, было много моментов, когда Евкурову надо было прислушаться к совету Тейпа, сказать, а ну покажите, что у вас там на самом деле. Хотя бы иногда этого было достаточно сделать. И для чиновников было достаточно, и для совета Тейпа, и для народа. Он не считал, что это нужно. В итоге, если правитель не считается с мнением народа, если он не умеет формировать это мнение народа, то рано или поздно он на этот народ нарвется. И это еще хорошо, что так. Надеюсь, все закончилось. Думаю, другим должен быть урок. Потому что не думаю, что Евкурову приятно, что хорошие, плохие, заслуженно или незаслуженно, то, что его склоняют там сейчас, я думаю, это никому не будет приятно. Так, посмотрим еще, что здесь. Здесь. Samsung Сен. Все эти игры миротворцев имеют общую цель – разделить общую позицию и внести смуту. Мити Оти. Ассаламу алейкум. Салам. Сен, ты часто бываешь в Ингушетии? В Ингушетии я бываю не часто. Где-то месяц назад я приехал, ездил в Ингушетию на неделю 5 лет.
умер очень близкий человек. Здесь тут, поэтому умер дядька у нас, умер. Очень хороший дядька у нас был. Редко у кого такие дядьки. Чоловік понагор, чоловік сигур, чоловік бусул сигур. А так, к сожалению, намного реже, чем хотелось бы, потому что, ну, я строительством, ремонтами занимаюсь. Тут это такая работа, которую ее нельзя наладить, и чтобы она сама по себе там все происходило. Ее надо все время налаживать. Как только ты ее как бы бросаешь там, она начинает разваливаться, все, разнос, потому что ну, нужно постоянно находиться на объектах, смотреть, как двигается. А так, раз в год бывает, чаще бывает реже. Ну, в основном это похороны, свадьбы, так с этим связано в основном. Редко там бывает. Ну, если я там кому-то нужен бываю, срочно по какому-то делу, это, ну, не проблема там соскочить на пару дней, поехать, приехать, это не проблема. Но некоторые люди бывают там, брат мой очень легкий на подъем в этих вопросах, он может там сутками летать туда-сюда. Для меня чуть я не люблю летать на поезде, ездить столько времени нету. Так, к сожалению. По поводу того, что Samsung 7 говорит, вот разбитие позиций, там, 5-10. Да, я думаю, что проблема в том, что я вообще не вижу четких каких-то позиций у нас в Ингушетии, на вот гражданском обществе, какой-то четкие, меняемые позиции, я их не вижу. Относительно чего-либо. Проблема сегодня в том и заключается, что у нас амбиции разных людей выдаются за какую-то общую позицию. Вот на сегодняшний день общая позиция у меня, что по закону о реабилитации репрессированных народов пригородный район Северной Осетии должен перейти, часть та, которая до выселения принадлежала Ингушетии, она должна вернуться в Ингушетию. Это одна общая позиция. Вторая общая позиция с большинством ингушского населения моя заключается в том, что старики 70-летние и девушка, которая сегодня находится в заключении, всем мусульманам нашей страны, всем ингушам, всем чеченцам, всем, кто может на это как-то повлиять, отодвинув назад свои, я имею в виду и Евкурова, и всех, кто может к этому быть причастны, отодвинуть это все на задний план, должны были позаботиться все по мере своей возможности, позаботиться о том, чтобы этих людей как можно быстрее освободить. Без обсуждения, правильно их задержали, неправильно, совершили они правонарушение, не совершили, это не важно. Важно для моего народа сегодня, как эта вся ситуация отразится на мировоззрении молодежи растущей, на нашем восприятии, на обострении ситуации между нашим гражданским обществом и государством. Потому что ингуши, мы это воспринимаем, хотим мы это, не хотим, на подсознательном уровне мы это воспринимаем как преднамеренное давление государства на наш этнос. И имея в исторической ретроспективе незалеченные исторические раны, которые на уровне нескольких поколений еще будут животрепещущими. Это депортация 1944 года, это трагедия 1992 года, когда были замучены
убиты сотни людей. И за это никто не ответил, и за это не завели ни одного уголовного дела, и за этого никто не искал этих преступников и бандитов, которые это делали. И сегодня происходящее абсолютное большинство ингушей воспринимают как ставшую традиционной политикой государства террора где-то, давления. Это в дальнейшем будет откладываться на отношение нашего общества к государству. Это будет питательной почвой для тех потенциальных провокаторов, которые это могут быть и вне России находящиеся какие-то силы, и внутри России находящиеся какие-то деструктивные силы, которые будут желать использовать наш народ, где-то провоцировать на конфликт с властью. Вот вся эта история, она будет создавать вот эту негативную питательную среду. И если какого-либо сепаратизма там и экстремизма, как самого по себе доморощенного в Ингушетии как такового не было и нет. Но вот эти вещи, которые людям невозможно объяснить и невозможно понять, как это на Кавказе 70-летних стариков, девушку на длительные сроки за то, что они пошли на митинг, а на митинг они пошли не за землю спорить. То, что это за земельный вопрос, это был в 2018 году митинг. В 2019 году, напоминаю тем, кто там запутался, что-то не понял. В 2019 году люди на митинг вышли после того, как стало известно, что после того, как несколько поправок в Конституцию Ингушетии принял парламент, из Конституционного закона Ингушетии исчезли параграфы там, которые, изменения которых не рассматривались парламентом, их просто украли. И вот Конституционный суд, он обнаружил эту пропажу и обратился к парламенту и сказал: ребята, вы когда там вот эти вот одну и первую, вторую статью Конституции, там первую, вторую, третью, когда вы меняли, там приводили в соответствие с российской, а куда 16-я делась? Компьютерная ошибка произошла. И компьютерная ошибка, она такая умная оказалась, она как раз таки потеряла именно тот абзац, того, там третий, по-моему, конституционный закон был, в нарушении которого полгода обвиняли, вся общественность Ингушетии обвиняла Евкурова, что он нарушил вот этот вот абзац, вот этого третьего закона, третьей статьи Конституционного закона. Могу что-то ошибаться, но, по-моему, так. И вот компьютерная ошибка произошла, а выглядело это все так, что вот то поправки, которые первое, второе, третье, это был предлог, а цель была, чтобы типа приняли изменения, а потом когда-то сказать: да, у нас нету в Конституции, что вы меня там обвиняете, у нас нету. В таком-то году, там, в 19-м, видите, парламент внес изменения, у нас, в чем вы меня обвиняете? В том, что нету в Конституции, что я нарушу? Это выглядело как мошенничество. Евкуров сказал, что вы перестраивали, это компьютерная ошибка там туда-сюда. По-моему, а уж, по крайней мере, наказал бы кого-нибудь за такую компьютерную ошибку. Хотя бы, даже если бы, я думаю, даже если бы он сам это там додумался сделать, он бы хотя бы для приличия сказал бы: вот этого негодяя уволить с работы. Я думаю, умный политик так сделал. А не очень умный сделал не очень умно. Он
сказал людям, то, что имело смысл, интерпретировали как, ну вы же бараны, вам же можно все, что угодно вам можно втереть. Какая вам разница, что там из Конституции. А ингуши очень внимательны. Дело в том, что в Ингушетии плотность населения больше, чем в Китае. Очень большая плотность. Маленькая территория, на эту территорию очень большое население. Плотность населения большая, скучность населения большая. Все друг друга знают. Если кто-то там миллион взял, все знают в республике, что он там взял миллион. Ну, не все, но половина. Население, безработица большая. Халбох, бы. И вот к этим вопросам коррупции, несправедливости, вот этим народ очень чутко относится. И там то, что может в других регионах, народ вообще внимания не обратить на это. Там, где друг у друга на голове сидят, у нас жениться не могут, много людей в республике не могут жениться, выйти замуж, потому что этому человеку просто ему негде дом построить, потому что они там стоят в этих очередях, чтобы получить там кусочек земли, там несколько соток, чтобы себе там избушку поставить и счастливо там зажить. А нету ее. С работой тоже связано, с трудоустройством тоже там проблемы. Да совсем у нас. Вот я приехал на похороны. Вот похороны. Целый день света нету. Света нету целый день. Вечером еще газ отключили. Холодно. Люди приходят. Люди надо накормить надо. Согреть надо. И, естественно, люди это... Есть неустроенность. Это не вина. Я не говорю, что это вина сейчас. Калиматова там. Это нельзя возлагать. Я все это понимаю. Нельзя возлагать ответственность там на нынешнего руководителя из-за того, что там формировалась вся эта целый вагон проблем, который там за 100 лет формировался. Вот он пришел, ему сразу нельзя там молотком бить и говорить, почему нету там. Я думаю, что он лучше всех знает, что это нету, что это нету. И чтобы эти проблемы решить, нужен, конечно, определенный ресурс. Я думаю, что если бы этого ресурса было необходимом количестве, скорее всего, они решили бы все эти проблемы. Но ресурс, видимо, ограничен, тем более сейчас республика банкрот у нас. Поэтому, с одной стороны, это все понятно и то, что ингушский народ очень, несмотря на понимание всего этого, тем не менее, на малейшую, вот, когда коррупция, когда несправедливость, когда это, он очень чутко на это все реагирует. И там, где в другом регионе, там, может, вообще не обратили внимания, хоть там эту конституцию вывернули бы наизнанку и выкинули бы. Ингушский народ, который сидит все время, он как бы под прицелом все это сидит, от того, что началось с чего? Сначала отменили прямые выборы руководителей Ингушетии. Это была очень большая ошибка. И Евкуров там опять же смошенничал, он собрал какой-то чрезвычайный съезд. Там якобы приняли декларацию, чтобы обратиться к парламенту, чтобы парламент радостно проголосовал, что теперь будет руководителя выбирать не народ, а парламент. Парламент назначил Евкурова, Евкуров назначает парламент, они зажили хорошо, люди недовольны, и достучаться им негде, закрыли, муфтият отрезали, совет тейпов отрезали, двери закрыли, сами себя там выбираем, сами себя мутим, людей... Чиновники, власть, она как бы отрезала гражданское общество от себя. То есть вот приходит там куда-то со свитой руководитель, там, ну кому-то бубенчик отрезал, а кому-то подарил бубенчик.
а должны быть любая республика, любой народ, любое управление, оно должно вот от человека, вот есть нервная система. Нервная система, она должна ориентировать человека, да, органы чувств, видеть, слышать, он должен запахи, чтобы он ориентировался в пространстве. И эта нервная система, которая во всем организме она должна как положительная передавать эмоции и вот эти информацию, так и отрицательно. И потому что если я поставил руку там на электроплиту, и там горячо, то эта негативная информация, боль должна по нервной системе отражаться в сознании, чтобы я что-то с этим сделал, чтобы моя голова дала команду моей руке спастись от ожога. Потому что если я не спашу, может заражение быть, и организм умрет. А если голова начинает вот эти нервные окончания, которые передают негативную информацию, вот боль где-то там чешется, где-то, чтобы не чесалось, раз там отрезал где-то там нервное окончание, и все, ничего не чешется. Но оно не чешется, но оно не чувствует, как где жарко. Оно не чувствует, что тебе отрезали что-то. Оно не чувствует, что у тебя там что-то не в порядке. И вот когда власть начинает вот эти отрезать негативные рецепторы, которую из периферии организма передают информацию центральной нервной системы, то есть системе управления, то вот этот организм, он начинает дисбалансироваться, расшатываться. Потому что если печень болит, то эта боль должен чувствовать организм, что-то не то с печенью. Может быть, я там слишком жирное или острое ем. Может, мне что-то поменять надо. А когда ты отрезал то, что тебе говорит, что у тебя там что-то ненормально, он отвалится. Какое-то время можешь ходить там и кайфовать там с вот этой свите, которая тебе говорит все время, только нежно лелеет твои рецепторы, которые передают тебе только позитивную информацию, которая тебе говорит, ты самый умный, ты самый хороший руководитель, все остальные были козлы до тебя, а вот при тебе так хорошо, когда никогда не был. Он на самом деле думает, что он самый руководитель, самый хороший руководитель, то есть вот этого окружения, вот этих карьеристов и лизоблюдов, они создают вокруг любого руководителя такой розовый шар такой, сквозь который он потом реальность не видит, если он отрезает эти рецепторы, которые передают негативную информацию. И он ходит с этими замыленными глазами, и он на самом деле сам верит, что он непогрешимый. Потому что он не видит своих ошибок. Он не ощущает этой боли, потому что он отрезал ее. И вот это была ошибка Евкурова. Ему надо было нравиться, не нравиться. Сложные люди. С муфтиятом сложно общаться, с Советом Тейпом сложно общаться. Да, общаться тебе сложно. Но без них, когда ты отрезал, тебе очень быстро стало намного сложнее. Какое-то время ты там беззаботно делал, что хотел, и тебя хлопали в ладоши, а потом тебя начали лететь камни, которые бы не летели, если бы твои рецепторы работали нормально. Я думаю, что это проблема, которую не все сильные мира сего осознают. А может, они осознают, а просто им на это наплевать. Так. Так, уже вяхло, жлацу, я-то хотел коротенько. Сейчас я еще раз посмотрю, что здесь. Новое. Так, Samsung 7, где мы остановились? Вопрос в чем дело?
хуже все это знал. Ретивый чиновник. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Что ты скажешь насчет того, что Руслана Аушева обвиняют в том, что он ничего не сделал и предательски в отношении ингушей по границе с Чечней? Почему он так слабо обозначил? Ну, я сейчас давайте прочитаю, а потом отвечу. Так, Далгештул, я сказал свою позицию. Так, Самсун 7. Есть доклад на 90 странице, который готовился несколько лет и прислал от чеченской стороны. Вот так раз, чтобы не отвечать на этот доклад и запущенные эти миротворческие игры. В докладе все написано, есть шариату. Тебе не кажется, что тебя самого используют в темную? Чеченцы не правы, но бьют кулаком, ингуши правы, но защищаются, растопырив пальцы, а пальцы эти растопыривают такие, как Албогачиев и сейчас ты. Вместо того, чтобы стать одним фронтом, нас искусственно заставляют выяснять отношения между собой, побуждая их мотивацию. Проблема, даже зная, что они не правы, стоят на своем, мы Мусы Темишева. В роли бороться с дагестанцами говорит, что мы братья и возьмем свое. Чиновники имеют это чеченское руководство подлое, коварное. Темишев просто это озвучивает. Точно так же говорят, мы ингуши, братья, АМЗ говорит, Samsung 7, про тебя тоже можно сказать, что ты нас отвлекаешь от проблем пригородного района, братьев. Metal, мы реагирует административно, правительство, парламент, мы должны сосредоточиться на пригородном районе, это мир, эти, верно. Ну, во-первых, Темишев и такие, как Темишев, векце Бог, что души мысли. Это такие авантюристы. Есть авантюристы, которые идут вперед и рискуют. А есть такого рода авантюристы, которые, они там где-то сзади все время. Они считают себя умными, они считают себя стратегами. Но они никогда не будут ничего возглавлять, потому что это всегда риск, это всегда борьба. Они никогда не будут на острие атаки быть, они никогда не будут рисковать жизнью, они никогда не будут рисковать своим благополучием. Они будут там, у них какие-то шовинистические, они хотят, чтобы их там видели, что он манипулирует всеми, они сами себя представляют, что какими-то манипуляторами там и так далее. На самом деле это люди, у которых в истории редкие шансы дают, когда в обществе всплывают наверх вот эти всякие демагоги. И вот когда
произошла ситуация в 91 году в Чечне, когда вот это произошла такая революция, независимость, что, конечно, это было авантюризмом. И вот такого люди, как Темишев, они там все умничали. Потом, когда началась война, короче, эти Темишевы куда-то они все исчезли. Все политологи, короче, там эти, которые советовали, как идти в светлое будущее, независимое чеченскому народу. Теперь, короче, вот в этом они поигрались, поумничали. Там закопали сотни тысяч людей из-за их демагогии, закопали в землю, остались калеками, с ума посходили, от разрыва сердца поумирали, разломали людям жизни, обездолили. А теперь, ну, не получилось у них. То, что вот они... Их авантюризм на тот момент, вот они хотели вот это, не получилось. А давай сейчас, а вот это вот самомнение, чтобы чувствовать себя важным человеком, вершителем судеб, оно что осталось, оно никуда не делось. Вот он, ну, смысл куда-то за границей сидит там, и он также там планирует, что нового теперь. Давай сейчас он планирует, как там захватывать. Чеченская империя будет захватывать Дагестан, Ингушетию, Ставрополь, Грузию, короче, они там дальше там свои... Но это к реальности никакого отношения не имеет. Это, короче, больные фантазии психически нездоровых людей. Как их комментировать? Просто мерзкий человек, много мерзких людей, пытаюсь от мерзких людей держаться подальше, не видеть их, не слышать их, не комментировать их, не ретранслировать их, не обращать на них внимания, как на... Вот здесь собак выгуливают некоторые сволочи и за своими собаками не убирают. Вот так где-то идешь там по лужайке и можешь наступить в говно. Но вне зависимости от того, что собака и ее хозяин виноват, чувствуешь ты все равно себя неприятным. Как бы они виноваты не были, но чувствуешь ты себя неприятно. Поэтому вот этих людей их надо оставить, их надо не видеть. Мы сами их раскручиваем, мы сами их... Что думаете, среди чеченцев этот Темишев какой-то авторитет, что ли? Вы спросите сейчас чеченцев, они знают, кто такой Темишев? Ингушей больше знают сегодня, кто такой Темишев, чем чеченцы. Я вам 100% даю. Потому что мы сами из него делаем там какого-то там... Начинаем вот этот... Там какой-то моральный урод, он там сидит, там... Это, а мы сидим, это раскидываем, вот там... а я там какой-то шизофреник, там что-то... Больной человек что-то гонит, а мы это... Раздуваем это, как будто это воздушный шар. По поводу Руслана, что почему он сделал так или иначе. Я помню ту ситуацию, в которой оказались Ингуши и Руслан в 92 году. Перед 92 году было очень много людей, которые там, общественников тоже там, депутаты, кандидаты, там, которые с Ельциным разговаривали, вместо 15 минут 2,5 часа разговаривали. Рассказывали. Тут было очень много. Ну, мы же все родственники, мы же все знаем друг друга. Все мы присутствовали при этих разговорах, там, это. Все знали, что делать, все знали, куда вести народ, все знали, что, как, туда-сюда. Бах, случилось, вот начали утюжить ингушские села в пригородном районе, вертолеты, танки, БТРы, оружия нету. В Чечне оружие было, потому что объявили независимость, российские войска, когда уходили, там все склады оставили, и в Чечне было оружие. А в Ингушетии этих военных баз не было, и в Ингушетии не было этого оружия. Ну, было там одна-две берданки, а не было такой. И народ
растеряны. И все вот эти, которые впереди шли и знали, что их было много, и все они знали, что делать, они вдруг куда-то исчезли. И мы стояли на этой площади там, и у нас не было оружия, и никто не знал, что происходит. И выскакивал один, говорил, вперед, нас, и то толпа бежала, короче, они там что-то, где-то они там добегали, кто-то где-то погибал, кто-то возвращался, кто-то терялся там, потому что мало кто ориентировался в этом пригородном районе из тех, кто отсюда бежал туда. В то время жители этого пригородного района, они вон там через Джайрах оттуда пытались выйти, потому что отсюда там, как это, голой пяткой на танке лезли. Приехал Аушев, всем сказал, стоп, назад. Мы правы, мы должны, мы туда стать, правый, неправый, стоп и назад. А мы там это, мы там все там ляжем туда-сюда. Не ляжем, не это, провокация. Все назад, сюда, назад. Я здесь, потому что он сказал, я беру на себя ответственность. Никто не хотел брать на себя ответственность тогда. Те, кто до этого были готовы брать ответственность, они все исчезли. Сейчас могут говорить, я там то, туда-сюда. Ну, я помню вот эти вот дни. Тогда они все исчезли. И когда Аушев появился человек, который взял на себя ответственность и стал впереди, начал что-то организовывать, все немного успокоились в том плане, что ему люди доверяли тому, кто взял на себя ответственность, потому что все остальные ничего хорошего власти никакой не было. Были проблемы, кроме проблем ничего не было. Образовали республику, назначили выборы. Опять же, сейчас все что угодно можно говорить, но кандидатуру никто, кроме Аушева, свою не выставил. Я помню, что Аушев приехал в Грозный через телевидение, потому что в Ингушетии не было телевидения. И через грозненское телевидение обращался к ингушскому народу и просил кто-нибудь выставите кандидатуру. Потому что если я один иду в президенты, наши выборы могут признать нелегитимными. Кто-нибудь выставите кандидатуру. Никто не хотел. Потому что боялись, что выберут. И боялись, воровать было нечего. Проблем было вот столько. И никто не хотел брать на себя груз такого ответственности. Потому что все знали, что справиться с этими проблемами будет очень-очень трудно. И где-то ответственные люди не хотели брать на себя такую ответственность, которую они знали, она была для них слишком тяжелая. Аушев взял на себя эту очень тяжелую ответственность. Это было население и в советское время тотальная безработица. Никакого порядка. В советское время в Назране продавали оружие. В советское время в Назране продавали оружие, и по голосу Америки в Грозном я слушал о том, что в Назране на Советской улице там продается то-то и то-то и то-то, и там нету советской власти. Население было безработица. Тут Чечня объявила независимость. Вся система управления голова была в Грозном. Грозный отрезался. В Ингушетии никакой власти не было 1,5 года до этого конфликта. Все, что был колхоз, молхоз, без какого-то, все распилилось, пошло по частным рукам. Там спорили где-то, Слепцовский, я помню, там спорили за здание администрации, какие-то там группировки. Был хаос, короче. И народ был брошен на произвол судьбы, 1,5 года вообще никакой власти. В Чечне хоть независимость, хоть там какая-то власть была, хоть какая-то власть была, в Ингушетии вообще никакой власти. И
Аушев, думаю, делал то, что он понимал, и то, что он мог, он делал. Можно сейчас говорить, что он должен был делать там, а кому должен был? Когда этот долг образовался? Кто сказал, что он должен был делать именно так? Кто сказал, что это лучше было бы, если он делал бы так? Кто может уверенно сказать, не было ли бы, не навредил ли бы он республике, если это сейчас уже в ретроспективе можно сказать уверенно, что вот так было бы лучше, а вот так было лучше. А есть моменты, когда ты сегодня должен принимать решение, и ты не знаешь, это через 20 лет, что из этого выйдет, хуже будет или лучше. Хрущев, Никита Хрущев, когда был вот этот кризис на Кубе, он же пригласил этого, как его, предсказателя, ну, который, как его, забыл этого, как, то ли он ясновидец был, Мессенгер, Вольф Мессен, короче, в общем, он его приглашал и спрашивал, будет ядерная война или не будет. Ударит Америка по нам, если мы с Кубы не уберем ракеты, или не будет. И он не знал, какое решение правильно, докуда он может торговаться. И он, будучи коммунистом, безбожником, колхозником там, при этом он даже мнением вот там этого предсказателя, он интересовался, и когда ему сказал, ну так записано в истории, что это Вольф Мессинг, по-моему, как-то так, ты должен пойти на уступку, и они тоже тебе пойдут на уступку. Если ты уберешь с Кубы ракеты, то они ракеты уберут с Турции. И у Хрущева говорит, глаза на лоб тогда вылезли, говорит, а ты откуда знаешь, что в Турции ракеты? И что это разговор вообще поднимается. Ну, а мог что-то сделать, а мог не убрать ракеты. И, скорее всего, много людей говорили, которые не надо было Хрущеву убирать ракеты. Он предал Советский Союз, надо было оставить ракеты, вот тогда бы сейчас американцы сидели бы на своей жопе. А вот был такой вот ясновидец у них, который ему сказал, что если ты оттуда ракеты не уберешь, завтра в Москву ядерные ракеты прилетят, и здесь 90% населения Советского Союза сдохнет от радиации. Мы можем там говорить, что так надо было. Ну, я думаю, что Аушев сделал то, что он мог делать. Я к Аушеву очень уважительно отношусь. Я говорю о том, что я анализировал. Есть важные, главные вещи. Надо понимать, что в какой ситуации он работал, что есть отправные точки. Одно дело, что руководитель приходит в нормальную ситуацию руководителем, когда все нормально работает. И ему достаточно только поддерживать в нормальном состоянии. А бывает, Руслан Аушев пришел в ситуацию, когда ничего не работает. Когда проблемы, когда беженцы оттуда, ходят босые, убитые, перерезанные, дети голодные, их девать некуда, их сувать некуда. И говорить здесь, почему он это сделал, он как-то он эти проблемы все-таки, как-то он распихал, как-то он эти проблемы, как мог, пытался. Когда он построил, чехи там строили кто-то, коттеджный поселок в Израиле, отель построил, отель, что зачем нам здесь отель в Ингушетии?
Когда строил аэропорт, говорю, зачем нам аэропорт? Беслан есть аэропорт в Грозном месте. Зачем нам деньги тратить на аэропорт? Когда он столицу начал строить, вообще, зачем нам столицу? У нас здесь Назрань. Кушать нечего, он столицу строит. Правильно же сделал, что столицу построил. Правильно. Много чего правильно сделал. Никто не может все заранее идеально делать. Надо тоже скидки делать. Надо, короче. По поводу того, что использует меня в темную. Ну, мы все так или иначе являемся отражением той информации, которую мы получаем. Те, кто меня знает, вряд ли поверят, что так в открытую кто-то меня может использовать, сказать, что Хусен, давай, короче, вот так сделаем, короче, там, чтобы вот так, или там тебе будет хорошо, и мне будет хорошо. А настолько, сколько я понимаю, я стараюсь, по крайней мере, разобраться в вещах. Я считаю, что я в некоторых вещах разбираюсь, как и все. Так можно про любого сказать. Мы так или иначе нас мир окружающий использует в темную, так или иначе всех, потому что мы все являемся продуктами нашего окружения, вот этого информационного пространства, в котором живет и которое формирует наше мировосприятие. И вот как у меня сформировались вот эти вот фильтры восприятия, вот какому-то человеку что-то пытаешься объяснить, а он тебя не понимает, потому что у него вот область мозга, из которой вот она у тебя, то есть у людей в основном, если объем мозга, он примерно одинаковый у всех, то доли мозга внутри, они по-разному у всех, в зависимости от того, как формировался человек, как формировалась его личность. Кто-то на скрипке там больше играл, у него там эта доля мозга росла больше в детстве. Кто-то там читал, у него там другая доля мозга. Кто-то творчеством занимался, кто-то бегал, кто-то прыгал, у кого-то двигательные больше. То есть доля мозга и склонность, воспитывание, наследственность. Это много факторов влияет. И ученые, которые разбираются хорошо в это, они говорят, что доли мозга у разных людей разница больше, чем в 40 раз в объеме. Больше, чем в 40 раз. То есть отличие устройства мозга, доли мозга одинаковых людей. Вот сосед ваш, у него мозг может быть, какая-то доля мозга может больше отличаться от вашей, чем ваша отличается от доли мозга обезьяны или там коровы. Соседа вашего доля мозга или родственника какого-то. И это нормально. Но вот у вас эта доля мозга, и вас вот эти вопросы больше интересуют, вы в них больше разбираетесь, вы так чувствуете, вы так воспринимаете, и вы другому человеку пытаетесь что-то объяснить, а он вас вообще не понимает. И вы как бы ему там что-то не пытались объяснить, он не поймет, потому что у него вообще этой доли мозга, из своей доли мозга вы ему хотите информацию, его соответствующую долю, а у него может, вот Маяковского исследовали мозг, у него там не было одной доли мозга. У него может вообще не быть этой коробочки, в которой вы из своей хотите что-то какую-то положить, объяснить ему. И вот это вот мировоззрение, оно формируется под влиянием окружающей информации. Хотим мы того, не хотим. Что бы я сейчас ни говорил, меня не исполнить. Он на меня действует, как на любого другого человека, действует совокупность информации. И вот я вот эту всю совокупность информации, которую я из нее получаю, я ее пытаюсь проанализировать
я для себя выстраиваю, на мой взгляд, правильную модель поведения. То, что если 90% ингушей считают, что у меня неправильная модель поведения, если я считаю для себя эту модель правильной, мне абсолютно наплевать, что будет думать 90% ингушей, если я считаю, что это правильная модель. Если я честный человек, я должен сам перед собой быть честным, а не быть честным перед 90% ингушами. Потому что 90% ингушей тоже могут ошибаться. Я могу ошибаться. Может быть, я часть этих 90%. Мы сами себя не можем объективно проанализировать. Объективность это тоже во многих моментах, это тоже очень условная вещь. Поэтому я вижу, есть некоторые вещи, что есть очевидные вещи, есть вещи, которые могут быть неочевидные, могут быть мнимые. То есть мы видим извне какую-то агрессию. Вот я в начале передачи описывал. Я вот смотрел фильм, я видел провокацию и агрессию со стороны Кадырова. И она меня задела, я думаю, до конца концов, что-то. Потом я стал, что-то не укладывается у меня. Как это они вчера говорят, что вот давай сделаем все, чтобы... А зачем тогда это? Зачем тогда этот руководитель парламента вчера говорит, давай уберем эти разговоры, а завтра Кадыров начинает там во все тяжкие, там, ингуши, это чеченские, то он, тот отделились недавно там, с Нашаха перешли там туда, короче, то, за что пытается остановить там этих блогеров, которые провоцируют этими разговорами ингушей, что ингуши это не народ, ингуши это призыв к национальной вражде, короче. То, что они предлагают, что с этим давайте бороться, они тут же начинают это. Я это воспринимаю как провокацию. Потом смотрю и понимаю, что это не провокация, это ответ на провокацию с нашей стороны. Потому что если я себя поставил бы на его место или на похожее место, скорее всего, что я бы себя повел так же. Потому что если тебе сидит там кто-то и говорит, а мы чистокровные, а вы, короче, там сброд там какой-то, нагайцы, кумыки, там, чуть муши, там, туда-сюда, короче. Ну, кому это понравится разговаривать? Еще раз повторяю. Надо разделять научный спор и с кем ты говоришь. С кем ты ведешь научную дискуссию. И общественных деятелей, и политиков. И когда общественные деятели и политики начинают там научные дебаты о происхождении, там, благородстве, выносить это на политический уровень и начинать говорить, что мы главные, а вы там сброд, это уже не научная дискуссия, это выходит за рамки научной дискуссии, за рамки научного исследования, это уже провокация. Поэтому ученые, они не ходят на площади и не говорят, что вы здесь русские сброд, вы кривичи, вятичи, монголы, татары, вы все здесь перемешались, там переходились, вот вы. Когда то же самое в рамках научной дискуссии говорят ученые друг другу или образованные, воспитанные люди, используя правильную, уважительную терминологию, и они оба понимают, о чем они говорят.
И их эго, и их шовинизм этому не имеет отношения. И когда они это говорят для того, чтобы выяснить какую-то деталь, они ученые, они пытаются выяснить. У них цель выяснить вот эту деталь. У обоих. Как математики обсуждают, как решить эту задачу. Они же не бьют друг друга там по башке и не обзываются, они ищут методы решения этой задачи. Также у них сама цель решить эту задачу. И они могут обсуждать любые гипотезы. Но для этого вот эти субъекты этого обсуждения, они должны иметь определенный культурный уровень. Определенный уровень знания терминологии и методов ведения дискуссий. А когда мы то, что должно обсуждаться на этом уровне, начинаем обсуждать на этом уровне с позиции маргинальной какой-то там подворотни, начинаем там «а мы», «а вы», это уже не научная дискуссия, это уже провокация. И здесь не важно, правду ты говоришь или неправду говоришь, это уже не важно. Важно то, как ты говоришь, что ты говоришь, кому ты говоришь и зачем ты говоришь. И когда тот, кто говорит, не видит этой разницы, он осознанно или бессознательно, он совершает провокацию. Виноват. И еще здесь вот может выглядеть, что используют темных в свои интересы, там туда-сюда. Да не надо нам друг друга обманывать. Самим себя обманывать не надо. У нас какой-то четко описанных и оговоренных нету перечня национальных интересов, о которых мы договорились, которые мы оговорили, которые мы обсудили и которые мы приняли. Мы сами как в тумане, короче, ежики ходим, и каждый говорит о том, как бы он хотел. Ну, там где-то 100 человек единомышленников находят, где-то 1000 человек стоят, а важных вещей, пока мы не сделаем важных вещей, не обсудим между собой наши национальные интересы, если мы нация, не проведем работу о том, чтобы все ингуши поняли и приняли, что для нас важно, что является для нас национальными интересами, не внушим нашему народу незыблемость, неприкосновенность вот этих наших национальных интересов, и вот эти есть определенные еще необходимые обязательные вещи, пока мы это не сделаем, а мы их еще не сделали. Как в том числе многие народы этого не сделали. Есть некоторые народы, нации, которые это сделали. И это не важно, совершенно сделали это нация, которая там независимая, или там имперская нация, или там внутри там федерации. Это совершенно к этому отношения не имеет. Это совершенно другой уровень понимания. И пока мы этого не сделали, пока мы об этом не договорились, пока мы это, у нас в этом нету общего принятого, беспреложного мнения, что вот это не обсуждается. Это должно быть так или иначе. Когда у нас, у членов парламента свой национальный интерес, у членов правительства свой национальный интерес, у там бедолаг простых свой национальный интерес, у московских там ингушей свой национальный интерес,
У тех, которые посередине между ними там свою ловят, короче, там в мутной воде свой национальный интерес. У каждого свои. Некоторые люди, для них круг их родственников по крови, он настолько далек, не важен и не интересен, как бы были бы они как бы там китайский, другой народ. Но для него, там, его начальник, там, подчиненный, его там с другого отдела, там, туда-сюда, с Москвы коллега, вот это, они его нация. У них общий интерес. У них там, может, там свой бюджет, какое-то министерство, это для них национальный интерес вот этого. И вот вы там тресните хоть, вы там говорите, хоть на митинге можете орать сколько угодно, но пока у них свой национальный интерес, а у нас там другой национальный интерес, говорить о том, что тебя используют в темную, там, да мы и так как лебедь, рак и щука здесь. Кому мы хотим там что-то лапшу вешать, что мы там какие-то национальные интересы придаем. Давайте, если об этом серьезно говорить, сначала договоримся об этих национальных интересах, чтобы мы знали, что нельзя предавать, что можно предавать. А пока что есть, то есть мы можем вокруг всех назначить врагов. Вот сегодня ченцы того замечают, не замечают, вы не видите, что происходит. Они вокруг себя умудряются создавать такой поезд враждебный тоже. Они этому способствуют сами. Бессознательно. Определенная историческая сложилась психоэмоциональная, информационная, определенная среда, из-за чего все так происходит, что вот с Грузией отношения у них испорчены, с Дагестаном они там по границе начали отношения портить, здесь они, короче, с Ингушетией отношения портят, со Ставрополя там, не знаю, там вроде бы это пока спокойно. Но тем не менее создается, вот они там вокруг себя там забор создают, мы вокруг себя там забор давайте создадим, осетины вокруг себя забор создали, и будем мы этими заборами там щитами оградимся там нашими национальными интересами. А в итоге приедет там какой-то Пакистан на танке и передавит нас вместе с этим ядрени фени. И это может будет не так обидно, если там как бы это сосед, когда в тебя кирпич запульнул, короче, это, конечно, обидно. Но если тебя там что-нибудь потяжелее, там дальний сосед тебя запустит, это будет намного болезненнее. И здесь и мы, и они, и все остальные должны соизмерять, что для нас важнее. Где-то быть вместе, потому что вот это вот, что они, мы, там, они, да никто, на самом деле, никто ни у Кадырова, ни у Чечни, здесь мало что кто спрашивает. Мы по большому счету, вот, в масштабах вот этой российской даже политики, международной политики, мы по большому, что Чечня, что Ингушетия, мы такая мелюзга, что мы там можем про себя, мы там туда-сюда, да, ну, как Сталин он там собрал, да, отправьте его туда. Мы думаем уже 100 лет, за что, почему. Вот завтра соберут, обратно отправят на Колыму, короче. Вот сразу подружимся, короче, обратно будем война, вежи и без вопросов. Там делить будет нечего. А кто-то может думать, что так не может быть. В 1994 году
Ельцин объявил, что в один день, что мы сегодня в 12 часов начнем бомбить Грозный, а мы-то выросли в Советском Союзе, а вот несколько лет назад был Советский Союз. И Ельцин сказал это, а мы не верили. Мы сидели в Грозном и думали, дебил, короче, блин, как может российская авиация бомбить Грозный? Дебилы, что ли? Прилетели, начали бомбить, как фашистов. Большими бомбами, беспощадно. Как фашистов. А мы были уверены, что этого невозможно. Поэтому есть то, что нам кажется, есть, что нам хочется, а что реально из этого, мы не знаем. Мы не знаем, что с той стороны на самом деле реальная враждебность или ответ на им кажущуюся нашу враждебность. Может, это просто реакция, может быть, там какой-то посередине шайтан сидит, короче, туда-сюда камни кидает и потом над нами угорает, короче. Лохи, чурки. Так. Уже почти что 3 часа, и мне утром идти на работу. Сейчас посмотрим еще раз здесь. Что у нас в чате? Так. Мы же знаем, что правы, они тоже думают, что они знают, что правы. Так. Ну, я не читаю слух, потому что здесь просто полемика, короче. Оно здесь будет, кому интересно, почитайте. Сайдулла Гехинский говорит, Темишев очень много чего нехорошего наговорил. Очень много нехорошего. Не хочется этого повторять, чтобы опять сейчас не нагнетать. Темишев обсуждал, там вылезли эти, так Темишев обсуждает там с такими же этими шизофрениками, как подавить ингушей, как их растереть в порошок, там тайные планы, короче, они эти масонская ложа, короче, у них там они такие конспираторы, что это все потом вылезло в YouTube. Темишев в одном месте всю ингушскую интеллигенцию, всех поголовно, всех, кого он знал, всех фамилий, всех записал, короче, стукачи КГБ, всех до единого, просто кого он ингушей знал, всех до единого записал стукачи КГБ, всех писателей, всех, ну, всех без исключения. И ну, надо было ему в советское время, если он это знал, надо было им это в лицо сказать. Потому что я знаю там нескольких человек, которых он называл. В лицо бы он этим людям никогда не сказал бы. Потому что, ну и с другой стороны, откуда ему знать, кто на самом деле. Я, например, не знал, кто там стукач, кто не стукач. Мне никто не отчитывался. Откуда Темишев знает, кто стукач, а кто нет, я не знаю.
И странно. Ретивый чиновник. МИД Кадыров уже сказал свое слово вчера, или ты новости не смотришь? Какое слово? Что он сказал вчера, я что-то не понял. Так, Саудулла Гехин Чеченский теперь кличут его как Шамуил Калужский. Да, это нас не касается, как там чеченцы, других чеченцев Темишева называют. Я говорю, для ингушей проблема в том, что они каких-то ненормальных людей, которые там что-то ляпнет, он гадость какую-то, они начинают его, короче, там раскидывать, как будто он там какой-то этот папа римский, короче. Ну, какой-то там важный человек, из него делают там, из какого-то шизофреника, делают какую-то политическую фигуру, и исходя из этого делают вывод там на всех чеченцев. Так. Шамиль Имам умер в Мекке, его могила недалеко от могилы пророка, а Саудулла Гехинский сдох как собака в Турции, а предатели больше ни разу не... Я не знаю, кто такой Саудулла Гехинский, не как собака, не как собака, вот эти вот... Не надо вот эти эпитеты везде использовать. Так, ты, наверное, свидетель был тех событий и сам своим глазами видел первый кому. Мессинг, да, вот, Вольф Мессинг. Ретивый чиновник, когда-то Дудаев сказал, потом Масхадов, потом иные лидеры. Поверь мне, это не железобетонно, они часто противоречат сами себе, не стоит реагировать. Вольф Мессинг. Отстаивание целостности республики и народа, его чести и достоинства, его национального интереса ингуша. Этот шайтан и есть Темишев и его остинские друзья. Один средневековый суфийский ученый, как его звали, это как-то я забыл, Аль-Газали, по-моему, Аль-Газали. Он там длительное время был муфтием, там, имамом, муфтием в Багдаде. Он считался самым ученым в исламском мире человеком. Причем человек был от такого имана, он один раз задумался над своими мотивациями. И он заподозрил, что то, что он делает, он стал себе искать ответ на вопрос, что для него является мотивацией и ради чего он делает то, что он делает. Является ли его мотивацией это вера и любовь к Всевышнему, или его мотивацией является попытка удовлетворения своих амбиций и своего эго. И обладая большим интеллектом, безусловно, он настолько серьезно подошел к этому вопросу, настолько он серьезно подошел как к самоанализу, настолько глубоко он стал в себе ковырять. И это для него был отнюдь непростой вопрос, и он не сразу нашел на него ответ,
чем на самом деле он мотивируется в своем поведении, в своем ежедневном этом, что для него является мотивацией. Он это на самом деле для Всевышнего делает. Вот он свою жизнь посвятил изучению религии, давату, изучение богословия, все это, вот он это ради служения Всевышнему это делает, или он это делает для того, чтобы вот среди людей прослыть вот самым этим, самым ученым, ну, то есть из-за своих амбиций, из-за своего эгоцентризма. И он из-за того, что заподозрил себя в этом, он потерял дар речи. То есть это для него было настолько реальный такой психологический удар, разочарование, подозрение себя в этом, что, может быть, я на самом деле не ради Всевышнего, а ради своих амбиций вот это вот все делаю всю свою жизнь. Ради того, чтобы люди обо мне подумали, сказали, что я вот такой там. И он, будучи муфтием Багдада, самого сильного в мире государства, самого богатого города в мире, самой там перспективной империи, он оставляет свою должность муфтия, уходит в пустыню и 10 лет живет отшельником, пытаясь разобраться в себе, пытаясь убить в себе основание, подозревать себя вот в этом эгоцентризме. То есть он все общество, он отшельник, он полностью уходил, он там приходил там за водой, за какой-то едой, там что-то, но он жил отшельником, как дикий человек, там в пустыне молился, да, вот вещь. И вот зная эти вещи, если мы сегодня говорим, а вот он это делает, потому что он специально вот это туда-сюда, откуда мы, представьте себе, такие интеллектуалы, работы которых обсуждают тысячи лет, мы обсуждаем их работы, вот их плоды деятельности их интеллекта, этих великих исламских ученых. Они, эти великие исламские ученые, которые свое имя вписали в тысячелетия своими работами, своей вот праведностью, их терзали сомнения в своих причинах, в своих мотивациях. А мы уверенно говорим, что он это сказал, потому что он хочет вот это. Да может быть он сам не понимает, почему он это говорит. Может быть он сам не понимает. И большинство, и как правило бывает, что большинство не понимает, зачем, что они делают. Они могут сами себе вредить, сами себе палки в колеса вставлять, не понимая, что они делают себе вред. Находясь в состоянии, вот это, кто-то влияет на них. Какие-то информационные. Да много. Вот если с Чечней связано, там очевидно видно, они много сами себе проблемы создают из-за того, что реагируют эмоционально на какие-то внешние информационные источники, которые они, соответственно, они сами себе проблемы из-за этого создают. Говорить о том, что они вот специально эти себе там шишки набивают. Ну, какой дурак будет специально там себе проблемы создавать. Они же видно, что они иногда их создают. Почему? Потому что они просто люди живые тоже. Они вот троллят его там, он влазит и говорит, да я тебя пришибу, короче, там, сволочь. А тот потом говорит, вот смотрите, чиновник меня угрожает убить, короче. И что, он это ему говорит для того, что ему это выгодно специально? Он что там прям контролирует? Да он просто ведется на информацию, на информационный режим. Мы живем с вами в мире, который изменился, наступила новая эпоха.
Нас наши родители каким-то вещам могли научить, а этому они нам никакого опыта не могли передать, потому что у них не было этого опыта вот так общаться через тысячи километров с там сотнями, тысячами людьми, чтобы это было доступно. Мы живем в новую информационную эпоху. Не в век, а эпоху мы живем. Мы живем в мире, который находится в состоянии перманентной информационной агрессии. Мы находимся все, и они, и мы находимся постоянно в состоянии информационной нападки. Тебе на телефон звонят тебе день 20 раз и предлагают тебе стоматологию, жалюзи, малюзи, нервируют тебя, отвлекают. Ты в стоматологии был там 5 лет назад, тебе не надо. Но они тебе звонят так, как будто ты им что-то должен. Раньше, 200 лет назад, человек знал, когда ему надо посеять, когда ему надо подстричь овец, когда ему это. Если там волк там полгода один раз что-то забежал, что-то это, вот у него стресс, а все остальное там это. Все спокойно, знает, когда надо посеять, знает, да, рано надо встать. Ну, в основном это размеренная, понятная, предсказуемая жизнь. Если волк, там адреналин, да, там он надо бежать, дергаться, драться. А здесь мы этого не замечаем, но у тебя ты проходишь, а пап, там, переходишь дорогу, там, дебил просигналил, у тебя реакция не потому, что ты хороший или плохой, у тебя реакция срабатывает, адреналин выделяется. Но ты не можешь адекватно, как требует твой организм, использовать этот адреналин. То есть ты не можешь ни за волком побежать, ни от волка побежать, ни там ни кинжал, ни на это. Ты смотришь бокс там, тебе болеешь, тебя кипит, тебе тоже хочется там кого-то это. Ну ты сидишь, ты же не дебил, чтобы там перед экраном кулаками махать, да? У тебя в голове происходит и в организме не точно такой же, но похожие химические процессы, как и у боксера, но у него это выражается через какую-то двигательную реакцию, а у тебя не выражается. И ты как чайник, который кипит, а дырки закрыты. Он на ринге, там у него пар выходит, а у тебя пар не выходит. У тебя это все отражается на твоей сердечно-сосудистой системе и так далее. И мы все... И вот этого опыта, что с этим делать, нам наши предки не могли передать, потому что вот этих информационных технологий, такого агрессивного информационного пространства, в которое мы попали, его раньше не было. И мы все сегодня, и какие-то чиновники, и мы, и они, мы все немножко здесь плаваем, мы все ведемся на провокации, мы все реагируем не всегда лучшим образом, потому что просто у нас нету традиции, у нас нету опыта этого, который вот нам там с детства объясняли, как ердыщи, хоздать, ердиктать, ерыштать, ерваштать. То есть мы это по ходу учимся, по ходу пьесы, учиться надо быстро. Все это связано с другими многими переломными моментами, со страной, все это надо учитывать. И здесь это было слишком простой был бы такой взгляд и сказать, что вот, они там давно против нас мутят эти ногчи там туда-сюда. Ну, если бы они такие были хитрые и давно что-то там мутили, то, наверное, они по башке сами-то эти бомбы на них не кидали бы там, и сотни тысяч там не погибло бы у них, если бы они такие хитрецы были и прям против нас мутили, а потом сами там в эти свои капканы попадали. Не было же, значит, что-то не всегда там, они там такие хитрые и продуманные, что наперед все они там нас пытаются развести. Вполне возможно, что это где-то эмоциональный фон и все.
И мы, будучи мусульманами, мы, конечно, должны со своей стороны ориентироваться, даже если там есть 10% таких, как мы хотим, мы должны разговаривать с ними, как вот это 10% это весь чеченский народ, даже если 10%. Но я уверен, что это большинством это такое отношение, но мы так устроены. И уверен, большинство вот в интернете, которые вот эти пакости пишут, вот эти, это большинство людей, которые они сформировались, они живут где-то там за границей, они ни ингушского, ни чеченского, ничего по большому счету не знают. Они ингушей, может быть, в глаза не видели никогда в жизни. Они живут на этих там каких-то мифах, которые сами себе. Потому что я не представляю своих людей, своих друзей, чеченцев, которые бы вот так говорили или думали бы про ингушей. Как это представляет вот этот YouTube, там информационное пространство, это грязь там. И, соответственно, мои друзья чеченцы, наверное, удивились бы, если бы я к чеченцам относился бы как-то враждебно, там, потенциально враждебно, они тоже бы удивились бы, потому что, ну, мы бы за много лет, когда ели и пили, и там по горам лазили, мы бы это как-то ощутили бы уже, наверное. В общем, всем спасибо за внимание. Вяхам Ванусу благодаря. Очень растянул я стрим. Прошу прощения. Ставьте на большую скорость или отключайтесь. В общем, дал борца болбвей. Епер зулум дал дадох колбой непри. Всех еще раз прошу не поддаваться на провокации, не ретранслировать эту вражду, услышав что-то негативное. Я думаю, что в ближайшие годы нам предстоят очень серьезные испытания. И то, что сегодня кажущиеся проблемы, это на самом деле мы сами себе их накручиваем и формируем где-то на голом месте, тогда как я так думаю, к сожалению, скоро, через год где-то, возможно, наша страна столкнется с экономическими проблемами, социальными проблемами, на фоне которых вся вот эта вот наша вот мишура, которой мы сейчас возимся, она может очень быстро уйти на второй план, и все наши вот эти вот разговоры, они могут мало чего означать. Поэтому не пытайтесь лишний раз ломать копию, в этом мало смысла. Всем ассаламу алейкум, подписывайтесь, у нас много интересных, важных дел впереди.